Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Уважаемые телезрители, мы продолжаем беседу об истории Якутии. Сегодня мы будем говорить о происхождении якутского народа, об его этногенезе. Это очень спорный вопрос. Многие ученые на протяжении десятилетий занимались этой проблемой, но кажется, в последние годы, в последние десятилетия археологами найдены какие-то более-менее убедительные факты, которые говорят, вносят новое вопрос о происхождении якутского народа. Мои коллеги Розалия Кентьевна, Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, в чем заключается новизна изучения проблемы происхождения якутского народа? Ну, во-первых, эта проблема начала рассматриваться на более таком широком историко-культурном фоне. Это не только хронологическим, это с древних времен по позднее Средневековье, но и пространственном. Это на фоне истории этнических процессов, происхождения народов и племен Евразии. Это включая и Центральную Азию, Южную Сибирь, Дальний Восток, можно сказать, и Запад. Да, это Преамурье, и на Западе это, конечно, Енисей. Вот это первое. Но, во-вторых, я хотела бы сказать, что археологические исследования, они расширились. Вот география этих исследований. Например, мы возьмем 30-е годы, когда вот и все это началось, но даже 20-е годы. Стрелов там, потом раскопки Новгородова, музея, Кровеческого музея имени Ярославского, потом Константинов, 60-е годы, даже Гоголев. Главное внимание было уделено на центральную Якутию. И когда как, вот окраинная Якутия как бы оставалась белым пятном, можно сказать. И вот, начиная, ну, скажем, где-то 4-5 лет, да, вот, у нас границы расширились, например, были у нас исследования на верхней линии, это Булуй, это северные районы, Верхояние в первую очередь, это Аймикон, где вообще раньше исследования археологических памятников позднего Средневековья, то есть связанные с якутской культурой, вообще не велись. И вот в прошлом году еще мы начали работать в Вилюйской группе районов, и была там такая разведочная работа. В этом году мы планируем это углубить. И далее, третий момент, я хотела бы отметить новые методы. Это на междисциплинарной основе. В этой работе принимают участие не только археологи и этнографы, и даже не фольклористы и лингвисты, да. Это такие естественно-научные дисциплины.
Потому что это же надо продатировать материал. А кто этим занимается? Это, естественно, какие-то физики, химики, да. Потом антропологию, например, изучать, это специалисты по физической антропологии. Это генетика, биологи, подключается, да, это биологи, генетика, медицина, там, криминалисты. На Вилюе собираетесь проводить раскопки и уже проводили разведочные работы, и на севере. А что там интересное было найти? Тампонский район. Тампонский район – это Сосыльский наслег, село Кескель, да, и там, значит, проводили в этом году шурфовки. Ну, Виктор Михайлович более подробно, наверное, да? Ну, это да, вот получается, это за Алданом, да, уже туда ближе к Верхоянским горам. Ну, там, в общем-то, равнинная местность, так, и, это если от Якутска смотреть, да. Значит, место, в общем-то, приспособлено для того, чтобы там скотоводы разводили. Вести скотоводческое хозяйство. Ну, там богатый, в общем, материал, такой же там яма имеется хозяйственная, кости там и домашних животных, и диких копытных, да. потом рыбы. Ну, там имеется материал, который, возможно, относится к дорусскому периоду. Это 16 где-то век, наверное. Да. Вот так. То есть уже в тот период какие-то скотоводческие группы, видимо, якутские, да, они уже туда проникли. В разные времена на территории Меконского улуса было найдено и зафиксировано учеными 5 археологических памятников, 3 стоянки каменного века и 2 памятника наскального искусства. В прошлом году члены археологической экспедиции Института гуманитарных исследований во время раскопок близ села Оймекон сделали открытие. Это открытие основательно пошатнуло устоявшиеся взгляды о том, что якуты пришли на северные окраины после прихода русских. Когда мы посмотрели топографическую карту, мы увидели, что недалеко от известного села Оймекон, который у нас известен как полюс холода, там расположены несколько булгуняхов, то есть больших шарообразных бугров. И когда мы туда приехали и связались с местным населением, они нам прямо указали, что эти булгуняхи называются убюге, то есть в переводе с якутского «предок». Когда мы начали свои раскопки, на каждом из этих булгуняхов мы раскопали захоронения, достаточно древние. 2 из них относятся к 17 веку, а 3 оно позже, вероятно, конец 17-го, начало 18 века. Ну, пока еще идут у нас исследования, пока более точно сказать я не могу, но в пределах 17-18 века. Когда мы изучили эти захоронения, то оказалось, что они, в принципе, во многом совпадают с теми памятниками, которые известны в Центральной Якутии. Например, в Верхоянии, ну, как бы, это приполярный уже район, да, и там уже погребение с конем. Несколько погребений с конем, а элементный состав погребений чисто якутское, даже более архаичное, можно сказать. Но они датируются 18-19 веками. И здесь я хочу сказать, что, ну, как человек, который занимается погребальным обрядом, да, очень интересные внутримогильные конструкции. Как будто вот и взяли рангасы, надземные конструкции, да, и прямо туда в землю опустили. Кстати, вот такое мы видно и при амурских материалах, где есть вторичные погребения. Кстати, сейчас мы уже говорим не только о надземных и грунтовых захоронениях, но и вторичных захоронениях. То есть, когда вот из рангасов перезахоранивали в землю. И это до русских. Мы обычно говорим, вот русские пришли, русская администрация заставила отказаться от рангасов. Но нет. такое действительно было. Да. Это да, описывается. Это было, но до этого были вторичные захоронения. То есть мы как-то... как традиция. Да, как традиция. То есть мы даже вот материал, который был до этого, это материалы раскопок
предыдущих исследователей, ну и 30-х, 40-х, 60-х, даже 70-х мы пересматриваем именно из этой точки зрения. Идет как бы углубленное вот, исследование этих погребений. Например, это касается датировок. Например, у Константинова это 18 век. Сейчас вот можно это пересмотреть, эти датировки. Потому что у нас уже вот благодаря этим новым методам да, появляются погребения 13-14 веков. Вот, в частности, атласовское погребение. Это вот сейчас пока одно из наиболее ранних. Это вот в пригороде Якутска нашли в 2003 году. Но там его случайно обнаружили и, к сожалению, выкопали не специалисты. Там, в общем, в сидячем положении какой-то воин, погибший от ранения на голове. Ну, летальные травмы там. В общем, его полностью изучили. Сейчас мы уже вот серию статей там готовим, журналы рецензируем. Там. Ну, восстановление лица сделали по черепу, облик человека этого. Потом, ну, там датировки, естественно, материал весь, антропологическое исследование. Да, вот по антропологии он вышло, что как бы ближе к монголам и к бурятам он вышел. Но если на внешность вот посмотреть этого, вот мы же сделали вот по методу Герасимова, Да. ну, типичный якут здешних мест, скажем так. Точно такие же вот Да, материалы. вот в Сергалях мы здесь нашли, найдены. здесь, в сергалякских дачах, и абсолютно вот и погребальная конструкция колода, да, И там и колода предметный тоже, да. состав точностью повторяет вот Усталькинский комплекс. Прямая связка. Да, там, значит, опять же, это срединная накладка веслообразная, потом это предметы конской упряжи, там удила и стремена, и самое главное, там вот это наконечник и стрел, в том числе вот броневойные. Они очень похожи, вот мы как посмотрели сразу, вот это Усталькин. Вот. Ну, шикарный там материал с конской упряжью связан. Да. Это ремни оголовья, там бляшки, Да. тройники распределителей. Потом батас там положен, да. И вообще, вот если сравнивать с усталькинским погребением, это очень богатый усталькинец, как бы, если можно так сказать, да. То есть не простой человек. Ну, а там Очень хороший там вот это упряжь, да, вот сам оголовье. этот индивид тоже интересный. Там он тоже от ранения погибший на голове. Причем у него, видимо, как-то это добивали или что там, когда война была, да. Ранение очень похоже вот на Атласовское 1. Атласовского, да. Прямо И вот. у него там половину зубов нет, но Мгм. это он при жизни потерял. Ну, такой, видимо, боевичок. Там нам медики определили 44 года где-то этому. Ну, сейчас вот в Тюмени материал, там у нас коллеги будут, антропологи, уже Определять. работать. Да, определят он кто. Ну, у нас вот задача, да, сравнить усталькинцев с сергелясом вот этим, который мы считаем явно сам связан с усталькинцами, и у нас кулунатарский, атласовский есть. Мы можем вот узнать, есть ли у них родство какое-то. То, что в XIV веке здесь были предки якутов, это было доказано давно. Это еще работами Анатолия Анатолия Игнатьевича Да, Гоголя, Гоголя, так ведь? да. Когда он открыл и исследовал кулунатарскую культуру. Она даже маленько древнее, насколько мне помнится, так как радиоуглеродный анализ доказывает, что появляется эта культура в конце XIII века, но и существует до XVI века. Поэтому вот вы сказали атласовское погребение, оно как бы просто дополняет уже известные материалы кулунатарской культуры, или же вы подходите к этому по-другому? Дело в том, что вот кулунатарская культура, она изучена в основном по поселенческим Да. комплексам. Это Да. поселения, это землянки, там, ну их жилища, да, остатки. Погребения были единичны, и при этом они не датированы были. Вот было погребение Оры в Амгинском, да, районе, и Кюрдюген, да, в Амегино-Кангаласском. Но они не были датированы, сейчас вот даты получены. Это вышло от 15 до 17 века. А вот атласовская дата календарная, если так посмотреть, 1310 до 1450 года. Вот в этот промежуток 96% вот возраст достоверный вот именно к этому промежутку относится.
Ну и ясно, что это раннее кулунатахское погребение. Там и материал четко стыкуется, вот, именно с поселенческими. И мы, то есть, получили уже материал антропологический, на котором можно сказать, вот это кулунатахский человек. Одно из интереснейших открытий 2014 года было зафиксировано близ села Улахан Хангаласского улуса. Это погребение человека. Археологов заинтересовало трупоположение умершего. В истории археологии Якутии такой вид погребения встречался всего 10 раз. О чем это говорит? Что же это трупоположение? Дело в том, что подобные захоронения известны в археологии еще с каменного века. Это палеолит, неолит, затем это бронзовый век и ранний железный век. Кстати, надо сказать, что многие специалисты считают скорченное погребение одной из особенностей пазырыкских погребений. Это Алтай. Подобные погребения также известны в культуре Сака-Памира. Потом это переходит в гунно-сарматскую эпоху. Вот. Так что вот Центральная Азия, Восточное Забайкалье, Алтай, Южная Сибирь, как раз вот этот регион, где издавна известны вот скорченные погребения. Что говорит подобные погребения, да, по семантике погребений? Специалисты различают, высказывают 3 предположения относительно скорченных погребений. Это, во-первых, поза спящего человека, поза эмбриона, зародыша. В-третьих, это поза всадника. Ну и есть еще такое предположение, что так хранили опасных мертвецов. Вот. Ну, на мой взгляд, все-таки трупоположение является одной из этнокультурных показателей захоронения. Ну, насчет сейчас датировки, да, каких-то, чтобы сделать какие-то результаты, итоги, пока рано. Как-то, знаете, традиционно вот погребенные в якутских захоронениях, спине, да, вытянуты, да, головой на вытянуты, запад, да. И вот мы сейчас встречаем уже скорченные погребения. Ориентировка другая, например, вот на север, Атласовская 2, да. Ага, или вот это Кардюген. На восток же Кардюген лежит, да, головой. Скорченный, но и вот даже сейчас вот мы скорченные погребения как раз по этой теме пишем статью, и даже пришли к такому выводу, что, видимо, скорченность трупоположений – это маркер, этнический маркер ранних погребений. Потому что, знаете, выходят они очень близкие аналоги с погребениями Забайкалья и Прибайкалья, как раз вот крумчинский период, скорченные погребения. В Забайкалье это, получается, Дарасунская культура, там аналоги они очень тоже четкие, с да. связывают, в общем-то. Что именно вот в Дарасунских это такой маркер у них, скорченные на боку. И вот у нас, значит, у якутов, да, получается, у ранних, именно такой встречается. И они датированы, там 4 погребения, и все в ранний период уходят. Ну вот я хотел бы, чтобы вы уточнили все-таки вопрос, во-первых, с курумчинцами. Кто это такие? Потому что когда речь заходит о происхождении якутского народа, всегда возникает вопрос о курумчинцах. Были они, не были, была такая культура, не существовала, и какое отношение она имеет к якутскому народу. Ну вот насчет крумчинской проблемы, это вообще сейчас одна из самых обсуждаемых проблем сибирской археологии. Да. Ну, например, Дашибалова возьмем, он говорил, например, носители этой культуры, да, это хори-монголы, да.
Но в последнее время вот очень много серий статей публиковал Харинский. Вот. И он склонен, видит в носителях это бомы. Кстати, которые, кстати, тоже на культуры которых таштыкская культура очень большое влияние вот, и имела. И Савинов Дмитрий Глебович об этом писал, да. Так что вот эта проблема сейчас очень обсуждаемая, и очень много белых пятен, я могла бы сказать. Тот же Харинский, да, он же вообще там пишет, что, возможно, этой культуры и не было, это вообще миф. Что такая культура была. Там у него такие, он смотрит работы Асеева, Дашибалова, да, ну и там критический обзор такой. Потому что там, начиная с Петри, все шло, потом Окладников поддержал же, так? Что вот была курумчинская культура в Прибайкале, от которой, собственно, якуты и произошли. Это, ну, там ее и куркане называли, там, конкретно уже с какими-то племенами. Да? Ну, а вот и иркутские археологи, многие они говорят, что а кто такие курканы, вообще они где? И курумчинская, как вы ее свяжете с ней? Это мол, все такое, гипотеза, что ли, гипотетичная. То есть доказательств нет. И вот тот же Харинский, он выделяет свой этап. Ну, с ним как бы никто особо не спорит, но и не опровергают. Там у него Елгинский этап, Черенхинский, да, это там вот эти. Ну, у других другая концепция. То есть пока у них нет такого единого мнения вообще о этой курумчинской культуре. Вот у нас генетики дают такую картину, что были отцы-основатели, их было немного. И именно от них происходит якутский народ. Что касается женщин, матерей, то их было больше, разнообразие их, скажем так, ну, количество их. Было несколько Адамов, и было, скажем, 12 Ев. Вот от них и идет род якутский. Насколько это верно, как вы предполагаете? Надо сказать вот насчет отцов, да? Вот то, что у нас имеются материалы, например, Дюглен, Ажелунское погребение, генетика показывает на больше монгольского происхождения. Группа D. Да, монгольская. Потом у нас атласовская 1, антропологически более похож на бурята, чем на современного якута. Кунские буряты. Да, вот. Западные. Ага. И потом очень интересно тоже там, что вот насчет вот Адамов, да, генетическое исследование ивлюйских якутов, центральных улусов, да, заречных, да, они все-таки очень похожи, одной линии. И французы как раз вот подтверждают это, говорят, что именно материнская линия, она более разнообразна. Вот. Так что, вот как наука говорит, эта гипотеза вероятна. Археологический сезон 2014 года был богат своими находками. И вот к концу сезона, буквально на пороге осенних холодов, в районе ботанического сада снова обнаружили человеческие останки. Погребение, видимо, женское, ну, пока точно утверждать не будем, но имеются украшения, значит, из меди. Это какие-то детали, значит, головного убора, также, видимо, какие-то нашивные, значит, украшения на плечах, на груди. Также там нож интересный был обнаружен, который, в принципе, не похож на якутский, поэтому, ну, есть предположение, что, в общем, это, значит, какая-то пришлый компонент здесь отражен. Ну, там также удила были железные найдены, они в могильной яме прямо. И ножницы железные. То есть очень интересно, необычное погребение здесь было обнаружено. Обычно якутские погребения, они ориентируются головой на запад, там, лицом на восток. А здесь другая ориентировка, головой лежит на север. Погребение совершено в колоде. Это выдолблено из цельного бревна. Видимо, значит, гроб такой, гробовина, сверху крышкой там
Это такая традиция, она во многих культурах встречается. Вот, в частности, о той же усть-талькинской культуре, о которой я говорю, там совершенно идентичные погребения в колодах. Ну тогда кто же стоял у истоков якутского народа? Тюрки или же монголы? Потому что мы говорили о тюркских погребениях с конями. Они распространены. Это маркер тюркской культуры. Но сейчас уже это под вопросом же, что вот Саян и Алтай, который считается родиной вот именно погребения с конем, там до тюркское время, да? До тюркское время уже сейчас датируются. Но это были хунны. Да, хунны. Поэтому надо... А хунны считаются тюрками. Так ведь? Ну, есть там... Разные точки зрения есть. Но в основе, даже вот в моем представлении Викторова, которая занимается, очень хорошо занимается историей и культурой монгольского народа, Да. она сама говорит, что в то же время говорит, что хунны это были завоеватели Монголии, не сами монголы. Хунны это тюрки, древние тюрки. И вообще по всем источникам выходило, что тюркский мир, он возникает из хунского. Ну, если в таком историческом, да, разрезе, можно сказать, да, но все-таки еще раз я хочу подчеркнуть на разноэтничность. Разноэтничность. Да, на разноэтничность древних племен, которые составили ядро якутов. Вот на это надо сказать. И именно относительно вот археологии надо сказать, что хунно-синьбийский пласт, он очень, конечно, мощный. Это уже с монголами. Да, это уже монголы идут. Ну, вот по моему представлению. Здесь проникновение уже каких-то вот степных культур, оно очень раннее. Оно не связано со средневековьем таким в нашем представлении, там, с монгольского периода и так далее. Оно было раньше, возможно, даже с бронзового века. Какие-то элементы здесь накапливались. И вот как вы говорите, когда уже основная масса переселенцев пришла, они здесь, естественно, столкнулись уже с теми племенами, которые тут, возможно, раньше жили, но они были знакомы и со скотоводством, возможно. Но вот основная масса, она все равно пришла и привнесла, видимо... И когда пришла? Пришла она вот именно вот этот период, уже после монгольский. Тут и были, видимо, и монгольские племена, и тюркские, и потом саяно-алтайские какие-то. Это все подтверждается в легендах. С этим тоже спорить нельзя. Это же народ донес через там, столетия, да, предания рассказывали, что мы, якуты, пришли здесь. Это нельзя оспаривать. Но здесь они смешались с какими-то племенами, которые уже, возможно, тысячи лет здесь жили. И накапливали вот этот опыт. И вот на основе вот этого смешения, видимо, произошло. Но основа, вот именно культура, она была тюркская, и вот как, да, ну или как... Язык, во всяком случае. Самое главное, да. это язык, он вот был тюркский. И он здесь все племена объединил, можно сказать. Вот так. Это единая культура, но она сложилась именно вот этот уже период существования Кулон-Атаха в 14-16 веке. А как тогда можно объяснить? Вот вы, правда, сказали, что слились с племенами, которые жили здесь тысячелетиями. Вот на Деринуряхе нашли погребение, могильник. Там были много людей похоронено. Их черепа антропологи изучили и сделали вывод. Эти черепа походят на черепа современных якутов. Вот как вот это можно объяснить тогда? Это факт? Тут вообще вот эти погребения, они редкие, да, вот у нас в неолите. Там как бы есть раса арктическая у нас, да, есть байкальский, очень большой вот. При этом вот Деринуряхский, да, вот что странно, да, он по идее должен был быть байкальским, потому что это вот типичные каменные выкладки, все, что у нас встречается в Прибайкале, получается. Ну а вышло-то, что именно там центральноазиатский какой-то тип присутствовал. То есть это опять-таки говорит о том, что проникновение вот этих расовых групп, оно было очень древним.
Совершенно верно. И тут разные, и катанские, вот запады, да, это Туйхая, потом арктические монголоиды, это байкальские группы, они тут все накапливаются. Тут такая как бы ниша была вот в Якутии, куда вот эти стекались все. Потом дальше они тут свои культуры основывали, и они очень большие импульсы на огромной территории распространяли. Вот как мы и говорили в начале или в середине передачи о том, что Якутия была давно уже посещаема южными племенами. Особенно это усиливается тогда, когда в Южной Сибири, в степной зоне развивается, а потом получает довольно большие масштабы скотоводства. Очень передовое, революционная по тем временам хозяйственная деятельность. Тогда уже все больше и больше люди начинают двигаться и открывать новые для себя земли, в том числе и Прыленский край. И на Лену они тоже попадают. Часть из них здесь оседает, другая часть, может быть, немного пожив, возвращается. И какие-то следы этого мы находим. Например, вот в бассейне Алекмы мы открыли поселение Улахан-Сегеленнах, о котором Виктор Михайлович говорил. И там вот есть очень ранние следы пребывания хунна-синбийцев. Хунна-синбийцы – это смешанный народ. С одной стороны тюрки в лице хуннов, с другой стороны это монголы, которые победили хуннов и создали вот такой уже некий конгломерат из двух народов, из двух империй, скажем так. Создали новую империю, хунно-синбийскую. Вот их культура, вот на наш взгляд, представлена на Алекме, то есть на юге Якутии. Уже тогда, это где-то в IV-V веке, может быть, чуть позже, здесь уже были вот люди хунно-синбийской культуры. Потом уже мы засекаем и знаем, что здесь были множество тюркских каких-то этнических групп. Они могли быть небольшие, но были эти этнические группы, от них остались очень, скажем так, заметные следы пребывания. И потом уже, я думаю, что уже на каких-то позднейших этапах мы засекаем уже монгольскую культуру. Да, это монгольский. И язык об этом да, говорит. И язык тоже свидетельствует. Язык примерно свидетельствует таким образом. 70%, 75% это тюркский, а 20-25% это монгольский. И как раз это же период указываешь же, 14-й, да? Да. Вот примерно в 14 веке. Общемировая эта история показывает нам, что в 11-12 веках усиливаются монголы. В конце 12 века особенно. И потом уже начинаются известные события, о которых вот немного Виктор Михайлович опять-таки сказал. Вот, мне кажется, более или менее цельно история происхождения якутов может выглядеть таким образом. А что касается, кто же был Адамом и Евой, то здесь мы должны ждать результатов генетических исследований. Это новые методы, которые должны помочь нам раскрыть тайну происхождения якутского народа.